Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня мы съездили с Дианой, с младшенькой внучкой, в лагерь. Недалеко находится. Навестили внуков. И видим, что здесь на поляне очень много машин и собирают ягоды. Решили остановиться. А ведро у меня всегда какое-нибудь в багажнике валяется. Сейчас меня снимает моя внучка. И мы набрали немножко ягод. Вот за какие-то где-то около часа, наверное. Ягоды, конечно, не совсем созрели. Но они так пахнут ароматно. Прямо прелесть. Но на пирожки пойдут. Конечно, пока варенье делать, наверное, рановато. Но можно заморозить. Может, придется завтра, если какие-нибудь дела не найдутся, может, приеду, немножко соберу. Это место, где мы были в Сабантуе. Место хорошее. Всем привет. Это моя внученька. Помощница моя хорошая. Вот какая красота здесь. Скоро солнышко садится. А запах такой ароматный. Хочется на траве полежать, смотреть на небо. И мечтать о чем-то хорошем. Здесь рядом наше село. Вон мечеть видно. Вон там пруд есть. Там люди ловят рыбу. Ну вот, где-то вот так. Сейчас мы поедем домой. Уже пора цыплят кормить. Уже время 9 вечера. Видео, наверное, продолжу завтра. Вон люди все едут за ягодами. Или едут за ягодниками. Вот такая красота у нас. Цветы, травки, клевер вон очень хорошо цветет. Ягоды, конечно, крупные. Это же земляные ягоды. Они, как клубника, не должны быть, но они очень ароматные. Угощайтесь, мои хорошие. Наверное, вы тоже хотите земляных ягод. Есть, конечно, белые, но они белые тоже мягкие. Здесь густая трава. Они все белые. Сейчас люди собирают, потопчут. Потом, наверное, солнышко увидят и созреют. Если не собирать, то люди уже все здесь затопчут, собирают уже. Уже много машин, где-то около 15, наверное, машин было. Там наверху еще с горы было очень хорошо видно. Вот. Немножко надо бы, конечно, собирать. Вот здесь находится пруд Стерлибашева, нашего села. Но здесь раньше пруд был очень хороший, глубокий. Все здесь плавали. Здесь есть рыба, не знаю какие. Маленькие, большие. Ни разу не ловили, не слышала, не видела, но вон рыбаки сидят. Ну, карпы, говорят, бывают, по-моему. Вон там как лебеди, гуси плавают. Природа красивая.
Здесь прохладненько. Днем было жарко, 28 плюс. Сегодня жарко было очень даже. Люди отдыхают вон. Где-то люди могут отдыхать там под деревьями, шашлыки делают. Ну, культурно все. Все так-то хорошо. Ловят вон даже зрелые мужчины. Наверное, есть рыба хорошая. Ну, а бывают даже любители. Им не важна, какая рыба ловится. Им важен процесс. Все, сейчас мы поедем домой. Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня продолжаю снимать. Вот какая роза у меня красивая сегодня зацвела. Надо будет обработать. Что-то какие-то букашки появились. Букашки тоже любят красоту. Вот какая красота у меня зацвела сегодня. Не только сегодня, но сегодня уже совсем почти все цветы открылись. Цветочки мелкие, но все равно приятные. Цветет у меня тут мелкая ромашка. Откуда появилась? Я не сажала. Видимо, ромашка садовая. Вот вовсю цветут у меня розочки. Посмотрите, какая красота. Ой. Ой, а запах. Ароматный такой запах. Через экран, мои хорошие, вам тоже передается, наверное. Здесь пока детей нет, отдыхает Арчи. Арчи с друзьями своими. Вот какая красота у меня цветет вовсю. Пушистики наши тоже растут. Дети приедут, будут очень рады. Им очень нравится, особенно у нас Дианочке нравится. Ну вот, все цветет, все красиво. Вот у меня другой клематис зацвел сегодня. Красота. Этот клематис был там, где сейчас растет белый клематис. Когда мне в прошлом году обшивали фундамент профнастилом, я пересадила сюда, чтобы не повредить. Почему-то в прошлом году тяжело принимался. Я боялась, что мой цветок клематис погибнет. Слава Всевышнему, все нормально. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю самое главное здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.